Ассаляму алейкум. Исянмисыз. Здравствуйте. Начинаем очередную передачу из цикла «Уроки истории». Сегодня у нас очень интересный гость. Дамир Исхаков, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории Академии наук Татарстана. Дамир, в последнее время стало абсолютно ясно, что историю надо знать нашу татарам, и не только татарам. К нам обращаются уже: кто вы такие, где ваша родня, где вы жили. Прежде чем начать нашу беседу, я хочу показать книгу Дамира Исхакова «Тюрко-татарские государства в средние века». Получается, что у тюрок, у татар, у наших предков было несколько государств, и они жили, взаимодействовали. Куда они делись? Кем они были, во что превратились, потому что эти государства, они тоже стали современными государствами, регионами. Начнем с этого. Ну, любая история любого народа очень важна. Могу свежий пример привести. 2 месяца тому назад, когда в Москве начали готовить академическое многотомное издание по российской истории, я спросил одного из редакторов, какие будут там татарские государства. Ко мне обратились, чтобы я написал историю Казанского ханства. Он начал перечислять Сибирское ханство, Касимовское, Астраханское, Ногайская Орда. Я спросил, а Крымское ханство будет? Он сказал, нет, не будет, потому что это территория Украины. Внезапно понадобился... Это не входило в историю России. Тогда вот Крымского ханства. 2 месяца тому назад не входило. Но ханство оно наше или не наше? Ну, естественно. Сейчас бы они включили историю Крымского ханства. Я хочу сказать, что в истории все народы, все этнические группы, все государства очень важны и рано или поздно бывают нужны, потому что без этого невозможно писать ни историю, ни политическое пространство освоить невозможно без истории народов и государств. А у татар государств было много. Вот даже после распада Золотой Орды, это тоже татарское государство, существовали официально 7 татарских государств на обширной территории от Сибири до фактически до Дуная. Вот Сибирское ханство, Ногайская Орда, Казанское ханство, Касимовское ханство, Астраханское, Крымское ханство. Вот эти ханства известно, но насчет Ногайской Орды даже я в учебниках давно не читал, только последние годы. Ну, особенно, видимо, никто не беспокоится, потому что наследников... Далеко от нас Ногайская Орда? Где начинается? Временами жили очень близко, потому что Ногайская Орда, скажем, в начале XVI века с юга подступала к реке Каме и соседствовала с Казанским ханством и с казанскими татарами. В Татарстане есть территория Ногайской Орды? Естественно. Вот наши юго-восточный район, скажем, Актанышский район, вот эти пределы, это территория Ногайской Орды. Запад Башкортостана, юго-запад особенно входил в состав Ногайской Орды. И потом современные казахи, скажем так, западные казахи, которые примыкают к Астраханской области, они фактически этнически все ногайцы, оставшиеся там и превратившиеся позже в казахов. Поэтому вот эти многочисленные группы, они друг с другом иногда воевали, иногда дружили. И в эту систему всегда включалось и Московское Великое княжество. Невозможно их рассматривать в отрыве. Если, скажем, мы пишем историю Московского Великого княжества 15-16 веков, постоянно видим, что московитяне, как их там называли очень часто, всегда входили в какую-то коалицию вместе с татарами, против другой коалиции татар. Скажем, с конца 15 века, довольно длительное время, Московское Великое княжество, Крымское ханство, Касимское ханство, временами Казанское ханство совместно воевали против Большой Орды. Тогда Большая Орда была главным наследником Золотой Орды, занимала центральное положение. Но вот интересы расходились, и поэтому историю России и русских этого времени без татарской истории писать просто невозможно. Можно считать, что вот жители этих 7 татарских государств, они жители современной России, теперь уж включая и Крым тоже. Получается, мы счастливый народ, потому что есть разделенные народы, оказавшиеся в разных территориях. Вот курды, например, осетины до последних лет. Немцы были разделены, и сейчас они живут в разных странах. А татары, оказывается, в России живут в основном. Правильно, да? Да. Ну, часть Турции, но это иммигранты больше. А историческая родина татар – это современная Российская Федерация
а по средневековому это Золотая Орда, да? Но так вот совсем недавно я сам собственными ушами слышал, Проханов, который не всегда татар любит, сказал, что татары являются в России государствообразующим народом, государствообразующей нацией. Это ведь не случайно. Татары вошли в состав России со своими землями и со своими этническими группами. Мы до сих пор живем там, где жили. Наши предки как вот окопались они на определенных территориях, жили там, сформировались, они так и живут. Поэтому без татарской части Россию представить просто невозможно. И потом иногда татары выплывают и там, где их и не ожидаешь. Вот современная история Узбекистана, скажем, написана с точки зрения государства тимуридов. От храмового Тимура начинается эта история и потом ведется дальше. У них история так построена, но в реальности эта история не так происходила. В начале XVI века большая группа татар, которая проживала в Южном Приурале, современный Башкортостан, частично на территории современного Казахстана и в Западной Сибири, ушла в Среднюю Азию. И там победила тимуридов, и в итоге сначала создали они Бухарское ханство, потом Хивинское и Каканское эмираты создали там. Это фактически все татарское государство, потому что это были золотоордынские татары под предводительством шибанидов, одного из так сказать, старых чингизидов старой линии. И они создали вот три государства. Мы тоже можем их при написании татарской истории присовокупить к истории татар. Правда, там они уже, уйдя в Среднюю Азию, постепенно стали узбеками. Но в истории же известно, что откуда они происходили, какие у них племена были. Если вот смотреть их племенной состав, это золотоордынские племена известные. Мы говорим с Дамиром Исхаковым, доктором исторических наук, мы уже слушаем о том, что даже татары Узбекистана могут считать, что они живут у себя на родине, в своем древнем государстве, по какой-то научной логике. Надеемся, что узбекские коллеги и государственные мужи не будут обижаться на нас. Мы же не отнимаем у них. Я думаю, что нет. Тем более в Узбекистане были ученые, которые же, правда, писали еще в 60-х годах, которые этот факт признавали и писали об этом. Но вообще к истории надо подойти очень широко. Вот я хотел бы еще один тезис высказать. В последнее время много речи идет о Крыме российском или русском Крыме. Вот ради этого, Дамир Мавлеевич, я вас пригласил. Действительно, Станислав Оганян, журналист из Москвы, русскоязычный, написал мне по интернету. Все-таки, говорит, с Рубином Абдуллиным вы поговорили, я не понял. Крымские, казанские татары – это разные люди. В чем различие, чего общего? Этот вопрос я задаю сейчас каждому гостю нашей студии. И каждый раз слушаю разные версии, но полной картины еще у меня вот не создалось. Дамир, давайте начнем, наконец, раскрывать эту тайну. Крым – это исконно русская земля, правда? Ну, в 18 веке русские завоевали, да. Фактически эту территорию забрали у турок-османов. То есть Крым – исконно русская земля, российская земля, начиная с 1783 года. Да, со времени где-то завоевания. 220 лет. Да. Но вот, что интересно, в дореволюционной России очень широко писали историю Крымского ханства. Вот у меня, я держу книгу Смирнова, известный историк, двухтомная работа у него есть. Где издавалась эта книга? Это в свое время в России была издана. Сейчас это новое переиздание. Россия объективную историю Крыма изучала. До революции. В том числе до Екатерининской. Тут про татарскую историю еще много написано. Это книга в основном про Крымское ханство как татарское государство. То есть дореволюционные книги писали, что Крым исконно татарская земля еще. Да, ну вот сейчас в основном в России об этом уже, после того, как крымских татар выселили насильственно, об этом не писали. И сейчас в современной России про крымских татар очень мало работ появляется. Вот единственная работа серьезная, это Илья Зайцев в Москве работает. Он выпустил хорошую книгу. Это про историографию крымскую. Вот здесь татарская история на самом деле излагается. Источники рассматриваются. Это очень хорошая книга, но, пожалуй, единственная работа. Ну, иногда выпускают вот серьезную работу у меня Алекса Гайворонского книжка. Сейчас уже 2 тома вышли. Красивая обложка. Где она вышла, Гайворонская? На Украине вышла, в Крыму фактически. Повелители 2 материков. Да. Это про историю Крымского ханства. Я думаю, от начала до конца будет. Это еще серия не закончена. Тут есть очень интересные карты. Вот, скажем, если посмотреть
карту Крымского ханства, видно, что Крымское ханство, оно имело территории за пределами Крымского полуострова, тоже значительные территории. Судя по рисунку, Крымское ханство 3 раза больше, чем полуостров. Ну, да. Вот я смотрю, там Ростов, Краснодар, эти края, Да. часть России тоже входила в Даже это часть государство. адыгов, то есть Северный Кавказ тоже. население Северного Кавказа подчинялось Крымскому ханству. Ну, давайте начнем с этого. Вот все-таки, значит, есть эпоха, когда Крым было государство исконно татарская земля. Естественно. А исконно турецкое мы не будем называть сейчас? Нет, никак турки не могут претендовать как изначальные создатели вот здесь государственного образования. Тут татары появились в 13 веке еще в Крыму. И вот сейчас все начали обсуждать вопрос, насколько казанские и крымские татары близки или далеки друг от друга. Но надо историю знать, чтобы на этот вопрос отвечать. Крымские татары уже сами начали забывать о том, что они родственные татарам Поволжья. А на самом деле до 30-х годов 15 века крымские татары еще летом приходили кочевать в Поволжье. Есть об этом сохранившиеся исторические документы. Вот в русских летописях есть сообщение за 1432 год, когда один из бекляребеков из Ширинов, Тиенебей, он зимой ушел в Крым зимовать, а летом пришел на ставку Улу-Мухаммеда, который в Поволжье жил в это время. Столица Улу-Мухаммеда – это хан Большой Орды, ну, можно сказать, остаток Золотой Орды. Ставка Улу-Мухаммеда была в городе Сарае. Сарай еще существовал. И поэтому крымские татары в это время фактически образовывали просто одно из ответвлений татарского народа. И вот этих контактов на самом деле очень много. Еще один пример могу привести про нашу близость. Ведь на самом деле в Крыму до того, как появился хан Тахтамыш, который вот попытался после Великой Замятни, когда Золотая Орда фактически разрушалась, объединить все территории Золотой Орды, хан Тахтамыш появился в Крыму. В 1380 году окончательно победил Мамая. И вот Мамай на самом деле был владетелем Крымского полуострова. Он принадлежал к знатному роду Кият, оттуда и Чингисхан в свое время вышел. И после того, как Мамай был побежден, Крымский полуостров достался одному из великих князей, беков Тахтамыша, из рода Ширинов. У Тахтамыша была личная гвардия или личные или племена личные, данные еще его предкам Чингисханом. И вот 4 племени: Ширин, Барын, Арган, Кыпчак. Вот Крымский полуостров достался Ширинам. Вот эти 4 названные, это роды, да? Это да, это были в свое время племена, это воины, которые составляют костяк гвардии, ханской гвардии. И эти группы, они так и остались в Крыму. Мы потом в Крымском ханстве застоим эти группы уже в 15 веке. Но что интересно, эти же группы имелись в Казанском ханстве и в Касимовском ханстве. То есть население, не только ханы, но и население составляло единый этнический массив. Да. Это черное крестьянское население было прикреплено к земле, никуда не уходило. А вот знать и воины, они могли со своими предводителями уходить из одного ханства в другое. Если мы, скажем, возьмем известный такой татарский достан, Чура-Батыр. Ну, Чура-Нарыков реальная фигура, в Казанском ханстве жил, как раз перед падением Казанского ханства. Чура-Нарыков, согласно этому достану, ходит или переселяется. Он и в казахских степях появляется, и в Астрахани побывал, и в Касимове, потом приходит в Казанское ханство. Он как раз был из племени Аргын. Это вот одна из 4 групп. Это как раз группы, которые имели право переходить из одного ханства в другое. И фактически они приходили со своими дружинами. Аргыны были в Казанском ханстве, мы знаем по источникам. И поэтому вот говорить о том, что крымские татары и казанские – это совершенно разные группы, и смысла нет. Это неправильно будет с точки зрения истории. Просто местные субстраты могли быть разные. Скажем, в Поволжье была большая группа оставшихся болгар, которые же были ассимилированы татарами. В Крыму были несколько иные, там остатки хазар известны нам, остатки аланов, асы. Ну, и другие группы были местные, оставшиеся с предыдущих времен. И кипчаки в свое время были на Крымском полуострове. Поэтому вот с этой точки зрения различие только за счет субстратных групп. А верхние сословия, ведущие группы политические, которые организовывали государство, это были татары, вышедшие из Золотой Орды. У них имелись вот такие клановые деления. И поэтому
когда мы речь ведем о том, что вот казанские татары и крымские различаются культурно, эти различия появились позже. Уважаемые телезрители, вы смотрите передачу из цикла «Уроки истории». Наш гость – доктор исторических наук Дамир Исхаков. Дамир Мавлявьевич, с чего все-таки начинается Крымское ханство? Вот кто развалил Золотую Орду окончательно и какую роль сыграло будущее Крымское ханство в этом историческом процессе? Вот я уже говорил, что это все-таки имеет отношение к общей татарской истории все. Потому что когда Тахтамыш со своими людьми пришел, он забрал и Крым одновременно из рук Мамая и его последователей. Но фактически крымские ханы вышли как бы из семьи, из рода Тахтамыша. И вот здесь очень важно напомнить о том, что основатель Казанского ханства Улу Мухаммед был ближайшим родственником Хаджи Гирею, который потом основал Крымское ханство. Они были, у них родители были двоюродными братьями, поэтому это ближайшие родственники друг к другу. И когда мы вот рассматриваем эти вопросы, мы должны иметь в виду, что фактически и с Улу Мухаммедом в Казанское ханство ушли те же группы, которые первоначально пришли с Тахтамышем. Я же не зря сказал, что ширины, барыны, арганы, кипчаки были и в Казанском ханстве. Они сюда пришли, взяли власть на территории бывшего Булгарского вилаята Золотой Орды и тут остались. И поэтому далеко не случайно, что на казанский трон, когда линия Улу Мухаммеда прервалась, стали претендовать гиреи из Крыма. Они имели на этой территории историческое право, потому что это один и тот же род. Тем более были нюансы. Вот когда линия Улу Мухаммеда в Казанском ханстве прервалась, это было при хане Ибрагиме, то жена хана Ибрагима, Нур-Султан, она вышла замуж за крымского хана Менгели-Гирея и с двумя детьми ушла туда, в Крым. Один ребенок прямо там в Крыму воспитывался. И вот Гиреи имели право на престонаследие в Казанском ханстве, поэтому они, когда окончательно вот линия Улу Мухаммеда пресеклась в Казанском ханстве, они стали претендовать на Казанский престол. И вот те два известных крымских царевичи, которые пришли в Крым и правили в Крыму, это Сафа-Гирей и Сахиб-Гирей, они фактически имели полное законное право на Казанский престол. И надо иметь в виду, что первоначально Сахиб-Гирей пришел, он недолго правил в Казани, 3 года, потом ушел в Крым и стал одним из видных крымских ханов, хорошо известный в истории, и сделавший определенные перевороты в крымской истории. Скажем, фактически Сахиб-Гирей, может быть, под влиянием условий Казанского ханства, когда он обратно из Казанского ханства ушел в Крымское, он посадил крымских татар на землю. До этого крымские татары летом выходили на кочевку. И вот есть источники, которые говорят, что Сахиб-Гирей велел переломать все арбы, чтобы они не выходили кочевать, и разделил Крымский полуостров на определенные территории и заставил осесть крымских татар на землю. Это Трудно как бы был переворот целый. Осознать, наверное, и нашим зрителям тоже. Во-первых, это та самая Нур-Султан, которая выходила замуж за 4 ханов или престолонаследников, так? Она, да, последовательно выходила замуж, да, за разных ханов. И потом одни и те же люди руководили ханствами по современными государствами или регионами, российскими сегодня регионами. Это не укладывается, конечно. Видимо, это объясняется тем, что все-таки один круг, одна номенклатура, династия, одна семья правила всеми 7 ханствами, так или нет? Можно сказать, правящая корпорация. Вот Нур-Султан, она же была из рода Едигеи, то есть она мангытка, ногайского происхождения. А мангыты играли очень важную роль, начиная со времен, особенно период вот после Тахтамыша. Едигей сам играл очень важную роль на территории Золотой Орды, которая распадалась, но тем не менее мангыты там усилились в это время. И поэтому и в Большой Орде, которая возникла на обломку Золотой Орды, мангыты занимали ключевое положение, и Нур-Султан фактически имела очень высокий статус. И вот надо еще иметь в виду старую тюрко-монгольскую традицию. На самом деле женщины в этих государствах играли видную роль.
они как бы были привязаны к земле. И традиционно хан считался ставленником неба или бога, а народ олицетворялся женщиной. И вот поэтому, когда женщина выходила замуж от одного хана, уходила к другому хану, фактически она тем самым привязывала и землю к этому хану. Это очень интересная древняя традиция. История очень интересная, очень важная и раскрывающая наши глаза. Хорошо бы в сегодняшней же передаче вы успели сказать, мы потом еще продолжим этот разговор, вот как ханство Крымское стало, кто был открывателем, кто первым ханом, и как это ханство потом перестало быть суверенным, и так, да, вот основные вехи биографии этого ханства. Первый хан, последний хан. Почему так получилось, что под османами были, потом в Россию ушли? Пока биографию только упомянем. Да, основателем ханства считается Хаджигерей, но дело в том, что и до Хаджигерея уже некоторые потомки Тохтамыша в Крыму начали править самостоятельно, и поэтому обособление Крымского ханства началось фактически где-то уже с начала 15 века, от Большой Орды. Но еще сам Хаджигерей, когда уже стал крымским ханом, он еще пытался стать ханом Большой Орды. То есть тогда была попытка как бы восстановить Золотую Орду. И не сразу вот полное обособление произошло Большой Орды и Крымского ханства. Но правда, вот когда Хаджигерей уже укрепился и понял, что ему в Большой Орде уже править не удастся, он укрепился на Крымском полуострове. И тогда фактически Крымское ханство начало самостоятельно развиваться. Но как самостоятельное образование Крымское ханство просуществовало не очень долго. Потому что уже в 1475 году фактически южную часть Крымского полуострова завоевали турки-османы. Они захватили город Кафу и там установили свое правление. Феодосию, да? И фактически Крымское ханство попало под протекторат Османской Турции. Этот протекторат просуществовал вплоть до падения Крымского ханства. Поэтому, когда мы вот видим по документам, то смотрим документы, то видим, что когда Крымское ханство оказалось в подчинении у турок-османов, они уже стали действовать как составная часть Османской империи. Они совместно ходили в походы. Потом очень часто Стамбул ставил того хана, который был угоден. Для этого некоторые ханы крымские подолгу жили в Стамбуле, подверглись влиянию турецкого языка. Поэтому мы уже с конца XVI века и в начале XVII века мы видим, что даже письменный язык крымско-татар постепенно начал туркизироваться. То есть влияние было. Казанское ханство или российские современные татари, они подвергались другому влиянию, языковому, лингвистическому, смешивались. Казанское ханство в это же время начало подпадать под протекторат Московского Великого княжества, да, Московского государства. Все-таки до России Крымское ханство сохраняло свое название, но это было не было суверенным. Я не знаю, каким было развитие этого ханства, но пришел 18 век, времена Пугачева, Салавата Юлаева и чуть попозже, и Крымское ханство стало Россией. Как это произошло? Ну, к 18 веку, особенно ко второй половине 18 века, Османская Турция уже была слабым государством. Там внутренние проблемы были большие, и поэтому на тот период, когда Москва начала задумываться о завоевании Крымского полуострова, это входило в стратегические интересы Российской империи, потому что Черноморский флот, там возможность влияния. Россия даже мечтала о том, чтобы завоевать Дарданеллы, чтобы Черное море полностью запереть. И поэтому Крымский полуостров оказался ключевым звеном в этом процессе. И в конце концов, после ряда операций, в 1783 году Москва окончательно территорию захватила, и Крымское ханство фактически было ликвидировано, но довольно своеобразным способом. Как бы государство перестало существовать, но Москва не полностью разрушила вот социальный организм крымских татар. Это уже интересный вопрос. После присоединения вот как раз Крымского полуострова Екатерина II и круги, близкие к ней, воспользовались некоторыми идеями, которые существовали в Крыму. Скажем, они идею муфтиата оттуда вынесли. У нас вот был Оренбургский муфтиат создан. Фактически эта структура существовала в Крыму. Это как бы инструмент, старый инструмент, который позволял контролировать религиозные группы.
И Россия сразу же усвоила эту идею, потом распространила на другие группы татар. После завоевания еще довольно длительное время в Крыму основной группой этнической крымско-татары оставались. Но надо иметь в виду, что уже в момент завоевания многие крымские татары ушли в Турцию. То есть мигранты были, число их точно неизвестно, но довольно многочисленная группа ушла. Может быть, несколько сот тысяч человек удалились тогда. И вторая группа вот из Крыма ушла, когда в 1854-56 годах происходила Крымская война. Вот во время этой войны часть крымских татар тоже ушла в Турцию. Поэтому большая часть крымских татар на самом деле оказалась в Турции. И в результате крымские татары потеряли темп своего этнического развития, но оставалась не очень многочисленная группа, и постепенно Крым начал заполняться за счет переселения русских, украинцев, другие этнические группы появились в Крыму. И поэтому к началу 20 века уже татары не были преобладающим населением на Крымском полуострове. Хотя республика, которая там была создана первоначально, это вот как тот же проект, который был реализован на всей территории Российской Федерации, республика на самом деле была татарской, Крымско-татарская автономная республика на самом деле существовала. Вот мы уже дошли до Советской Крымской республики, которой, к сожалению, не стало. Почему-то этот вопрос сегодня не ставится крымскими татарами. Но мы должны оговорить, наверное, до 13 века и потом все-таки в Крыму жили и другие народы. Римляне. И булгары, хазары, все там пробивали. Кипчаки, все там группы, которые находились... Космополитическим островом можно назвать тогда? Можно, там группы были многоэтничные. И вот продолжение именно татарского, крымского духа в последующие века, вплоть до современности. Но мы знаем, статистика это 13-15%, но не только в этом дело. Полуостров, его судьба, Крым. Сегодня как вам видится, на ваш субъективный научно-исторический взгляд? Ну, на проценты все считать нельзя. Я вот просто скажу, что на самом деле, скажем, Карелов примерно столько же, чуть поменьше даже. Да и башкир тоже примерно так же, башкироязычных башкир, если отнять татароязычных башкир. Поэтому здесь проценты можно и не считать. Но крымские татары в Крыму всегда присутствуют. Вот, скажем, название Крымская республика. Это же название взято от названия первой столицы крымских татар. Это город Старый Крым там существовал. Первая столица татар, которая существовала со времени завоевания с 13 века. И поэтому и само название крымских татар от этого же идет. Но потом Бахчисарай, который существует до сих пор, там прекрасный музейный комплекс, показывающий крымские истоки, крымско-татарские истоки, культуры здесь. И сами крымские татары тоже, как этническая группа, никуда не делись. Если еще переселятся те крымские татары, которые в Узбекистане живут, то здесь будет достаточно сильная большая группа крымских татар. И поэтому крымские татары являются составной частью населения Крымского полуострова. Я думаю, что и дальше будут оставаться составной частью. Если происходит важное событие в Крыму, особенно с крымскими татарами, другие татары Российской Федерации, жители бывших тюрко-татарских государств, имеют какой-то моральный интерес или чувствуют ли это единство такое, или все-таки мы уже довольно далеко ушли друг от друга? Нет, но мы же фактически один средневековый татарский народ. У нас все этнические истоки общие. И в этом плане все татары пристально смотрят на то, что происходит в Крыму, и будут беспокоиться по поводу судьбы крымских татар, несомненно. Почему-то мы об этом плохо знаем или вообще не знаем. Вот эти книги перед вами лежат, я их никогда не видел, и мои знакомые тоже не видели. Почему вот эта история, как вы думаете, не изучалась? Вот это единство, особенно Крымское ханство, не изучались последние десятилетия или последний век даже? Ну, я же сказал, до революции изучался этот вопрос, и спокойно писали про Крымское ханство, многие работы есть. Но вот, к сожалению, после того, как крымских татар переселили насильственно, депортация при сталинском режиме произошла, тема стала запретной. Поэтому в Советском Союзе эту тему особенно не разрабатывали. Поэтому те работы, которые появляются, это новые работы фактически, и новые трактовки уже появились. Мы только-только приступаем к освоению этой ранее закрытой темы. Я думаю, что в ближайшее время будет много работ, потому что по истории крымских татар, Крымского ханства сохранилось очень много источников, в том числе и в российских архивах. Колоссальный архивный материал имеется у нас в России и в Турции тоже есть.
пришло время действительно восстановить эту историю, на историю всех этих государств, и особенно Крыма, раз это государство, этот регион играет огромное значение в истории России и Европы. Пришло время, я надеюсь, что мы будем детально обсуждать эти вопросы. Спасибо вам, Дамир Мавлевич Исхаков, за эту беседу. Вы придете к нам еще? Ну, можно еще поговорить, потому что тема для разговоров есть. Мы еще не говорили о культурном сотрудничестве, например, разных групп в средневековый период. Это очень интересные вещи есть на самом деле. На этом наша передача завершается. До свидания.